Доброе утро, наши самые ранние телезрители! На календаре 29 июня, и с вами снова я, Валерия Буваева. На дворе лето, а значит самое время исполнять мечты и баловать себя неожиданными открытиями. Горячая пора отпусков уже началась, и если вы еще не успели подготовиться к пляжному сезону, мы делимся с вами секретом стройности. Возьмите за правило делать утреннюю зарядку, и на пляже вы будете притягивать взгляды всех отдыхающих. А поможет нам в этом наша замечательная Ольга Владимирова. Друзья, скорее присоединяйтесь к мега горячей зарядке. Доброе утро, друзья! Меня зовут Оля Владимирова, и сегодняшнюю зарядку проведу для вас я. Ноги на ширине плеч, руки на пояс, круговые вращения головой в правую сторону. Медленно и плавно делаем. Наклоны головой вперед, назад, левую сторону, правую сторону. Еще раз вперед, назад, лево, вперед, назад, лево, право. Закончили. Дальше ноги на ширине плеч. Правую руку вверх, пошли рывки руками. 4 раза. 2 раза левой, 2 раза правой. И закончили. Следующее. Руки перед собой, перед грудью. Делаем рывки руками в правую и левую сторону. Поехали. 3, 4. 2, 3, 4. Раз, два, 3, 4. И раз, два, три. Закончили. Круговые вращения вперед. Раз, два, 3, 4. Назад. 2, 3, 4. И раз, два, 3. Закончили. Ноги на ширине плеч, руки на пояс. Круговые вращения тазом. И начали в правую сторону. В левую сторону. И закончили. Ноги на ширине плеч, руки перед собой, можно перед грудью. Круговые вращения туловищем. В правую сторону. Начали. Разминаем коленный сустав, ноги на ширине плеч, чуть-чуть присели. Делаем круговые вращения коленями. Сначала во внутреннюю сторону, 4 раза, и наружу. Еще раз вовнутрь. Теперь то же самое, только с приседом. В внутреннюю сторону. Наружную сторону. Теперь ноги соединили. То же самое, только в левую сторону. И в правую сторону. Закончили. Теперь ноги ставим шире плеч. Прямые. Вот, и делаем наклоны вперед. Сначала в левую сторону, посередине, да, по 2 раза. И в правую. И еще раз. Да. Закончили. Теперь садимся на правую ногу, левую ногу выпрямляем.
Спина ровная, руки перед собой. И делаем перекаты. В одну сторону, в другую. Два, три. И закончили. Где-то со мной. И такая малышка. Заберу тебя домой. Давайте ноги шире плеч. Садимся на одну ногу, левую выпрямляем. Спина ровная, руки перед собой. И начали. И завершающее упражнение на сегодняшнее утро – это бёрпи. Значит, мы сначала приседаем, руки перед собой, отбрасываем ноги назад, прогинаемся в спине, ноги к рукам и делаем выпрыгивание вверх. И давайте начали 10 раз. Раз. Два. 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ну что, друзья, мы отлично начинаем утро. И вот мы уже точно проснулись, и от сонного расслабленного состояния не осталось и следа, и готовы плотно подкрепиться. Полезный завтрак также отвечает за качество утра, и значит за весь предстоящий день. Мы готовы предложить вам рецепт вкусного завтрака. Внимание на экран! Всем доброе утро, меня зовут Алтынгирел, и сегодня мы с вами приготовим тортилью из кабачков. Нам понадобится кабачок, половинка кабачка в нашем случае, зелень и яйцо. Берем кабачок и натрем на терке, прям вместе с кожуркой. Вот он, наш кабачок. Теперь добавляем яйцо, солим по вкусу. Можно перца добавить. Взбиваем и добавляем нашу зелень. Все это вместе перемешиваем. И добавим кабачок. Перемешиваем. Вот такая красивая смесь у нас получилась. На разогретую сковородку добавим растительного масла. Добавим нашу смесь. Распределим по поверхности сковороды и обжариваем по 5 минут с двух сторон нашу тортилью на слабом огне. Ну вот до такой золотистой корочки обжарим с другой стороны нашу тортилью.
Наша тортилья из кабачков готова. Сейчас мы ее украсим. В моем случае это будут помидорки черри. Тортилью из кабачков я предлагаю вот так подавать вместе с йогуртом. Греческий йогурт. Желаю всем доброго утра, вкусных завтраков и хорошего настроения. Выпускники сдали экзамены и отгуляли прощальный бал. А сейчас началась для них горячая пора – время для поступлений. Конечно, многие уже определились с выбором вуза. Давайте заглянем и узнаем, что предлагает для абитуриентов наш родной университет. Приемная комиссия Калмыцкого государственного университета в этом году работает с 19 июня. Мы уже работаем практически неделю. И документы принимаем как в дистанционном режиме, обрабатываем, у нас есть определенное время, так и лично. Абитуриенты приносят, сдают, пишут заявление. У нас здесь все, защитные средства, все есть. Стараемся всех в масках, экраны у всех наших сотрудников, индивидуальные места. Там у нас очередь, по талонам заходят, никакого столпотворения, все мы соблюдаем, скажем так. Во-первых. Во-вторых, за эту неделю, конечно, еще аттестаты, дипломы даже СПО еще не выдали учебным заведениям, но тем не менее к нам идут выпускники прошлых лет. Вот. Те, кто ранее закончил, и очень много абитуриентов, желающих поступать на заочное отделение. Вот работаем в таком режиме. Специальности в университете у нас в этом году просто, можно сказать, что в прошлом году открылись новые специальности, и в этом году есть некоторые специальности. Всю информацию об этом можно посмотреть на сайте университета. Сегодня в нашей семье происходит значимое событие. Я привела в Калмыцкий государственный университет имени Басана Бадминовича Городовикова свою внучку Булгун Калканову, выпускницу школы номер 10 города Элиста. Она окончила 9 классов и поступает на факультет СПО, направление земельные и имущественные отношения. Почему мы выбрали Калмыцкий государственный университет? Это опорный региональный вуз, замечательный ректор Бадма Катинович Салаев, который очень много делает для динамичного развития вуза. Калмыцкий государственный университет для нашей семьи становится династийным, можно сказать. Закончил мой сын, закончил зять, закончили другие многие родственники, которые уверенно идут по жизни и гордо несут звание выпускника Калмыцкого государственного университета. Я желаю своей внучке удачи и надеюсь, что она станет студенткой Калмыцкого государственного университета. 19 июня мы начали свою работу в рамках большой приемной комиссии. И в этом году мы ведем набор на 6 специальностей, на 47 направлений и профилей бакалавриата, 9 специальностей СПО, 35 направлений магистратуры, а также на 8 программ аспирантуры. Так что в этом году перед нашими абитуриентами стоит огромный выбор, и наша главная задача – помочь им сделать его правильно. Этот год отличается нововведениями. Так были внесены существенные изменения в правила приема в 2021 году, и поэтому мы очень стараемся помочь нашим абитуриентам разобраться в них. Так, например, в этом году абитуриенты могут подать документы на 5 различных направлений одновременно, а зачисление будет осуществляться только в одну волну. Что касается непосредственно работы приемной комиссии, то в этом году мы принимаем абитуриентов очно в зале, а также консультируем их через колл-центр приемной комиссии. Прием документов ведется посредством электронной очереди и с соблюдением всех мер безопасности. Здравствуйте, уважаемые родители, дорогие ребята. Калмыцкий государственный университет вас приветствует. Приемная комиссия Калмыцкого государственного университета начала работать 19 июня. Мы ведем прием документов в очном и онлайн формате. Все услуги, которые представлены непосредственно на сайте нашего университета, вы можете воспользоваться этими всеми формами. В этом году есть особенности, которые, ребята, уважаемые родители, вы должны
помнить для тех, кто будет подавать документы вообще в высшее учебное заведение нашей страны. В этом году одна особенность, что будет всего одна волна зачисления, поэтому первая льготная волна остается, это 10% это инвалиды и сироты. Вторая основная волна, единственная волна, закончится именно 17 августа выйдет приказ, 11 августа даете согласие, однажды согласие. Это очень важно, об этом надо знать и помнить всем, кто будет, чьи дети будут поступать в высшее учебное заведение Российской Федерации. Калмыцкий государственный университет в этом году примет абитуриентов на 1235 бюджетных мест по всем формам обучения, которые осуществляются в нашем вузе. Это прежде всего среднеспециальный уровень, бакалавриат, магистратура и аспирантура нашего университета. В прошлом году мы набрали порядка 80%, это были выпускники нашей республики и ближайших районов. Мы призываем своих ребят учиться дома, потому что это безопасно. Уровень образования позволяет получить ту квалификацию для того, чтобы вы смогли найти себе работу. Трудоустройство – это одно из важнейших наших направлений, которые мы занимаемся, которым мы отчитываемся, которым мы заинтересованы. Многие ребята после завершения уровня бакалавриата продолжают обучение в системе следующего уровня в магистратуре. Ребята поступают в аспирантуру, поэтому все уровни образования в нашем университете есть. Мы вас призываем поступить и стать студентом Калмыцкого государственного университета в этом году. Эта выставка посвящена 60-летию колледжа искусств. Это направление, художественное отделение, которое представлено на выставке работы студентов и преподавателей. Это направление открыто в 1994 году в колледже. Но тем не менее мы, так сказать, находясь в семье музыкантов, музыкальное училище было основано в 60-м году, и мы празднуем 60-летие в этом году. Поэтому мы, как художественное отделение, тоже участвуем в этом праздновании, показываем свои работы разных лет, разных специальностей. Здесь на выставке представлены работы по живописи, дизайну, прикладному искусству, металл, художественный металл и художественная обработка дерева. Работы студентов как курсовые, так и дипломные. Есть работы преподавателей и домашние работы, небольшое количество мы тут выставили для представления общего, так сказать, работ наших студентов. У нас 4, как я сказал уже, специальности в колледже. Все специальности проходят предметы живопись, рисунок, композицию. Конечно, есть определенная специфика каждого направления, поэтому здесь есть и проекты по металлу, дизайнерские проекты, есть работы по живописи, по композиции, портреты, натюрморты, все жанры представлены, которые мы в течение учебного года проходим с студентами. На этой стеночке в музее, на выставке представлены работы художников-живописцев, то есть студентов, выпускников, которые сделали свои дипломные работы, разные темы выбирали, разные сюжеты для своих дипломных проектов. Есть и авторская работа, художник в мастерской, автопортрет. Есть народный праздник, то есть в национальном таком колорите, калмыцкие наряды возле кибитки, на пленэре, в степи. Есть охота, это Деликова Светлана, охота, ее работа. Следующая работа «Ступа» Куюкиновой Шарминь Цецек. Она училась тогда еще 5 лет, это студентка 5-го курса, сейчас уже 4 года учатся студенты. Это работа такой, исторический сюжет, переезд, кочевье, ступа, там монах идет вдалеке.
В общем, интересная работа на историческую такую национальную тематику. Следующая работа Айса Наранова в кибитке «Утренний чай». В калмыцкой кибитке семья за завтраком. Вот, на переднем плане калмыцкий чай. Вот, тоже интересная работа. Вот, Наранова Айса, она наша выпускница, закончила институт и после этого еще и работала в нашем колледже какое-то время. Вот. Следующая работа Зиенко Андрей. «Накануне» называется композиция, балерины, хореография. Вот. В нашем колледже есть хореографическое отделение. Видимо, вдохновившись этим, студент сделал, значит, такой репетиционный зал, танцевальный зал, балерины. Теперь я предлагаю посмотреть работы прикладников художественного отделения. У нас есть металл художественный и художественная обработка дерева. На нашей выставке представлены работы как студентов, так и преподавателей колледжа. Владимир Учурович Куберлинов – это заслуженный, так сказать, преподаватель с большим стажем, 40-летним. Вот. На этой витрине представлены его работы из дерева. Он преподает на художественной обработке дерева. Вот. Работа птицы, декоративная скульптура. Такие авторские работы, которые бывали на многих выставках художественных, не только, значит, в Калмыкии, но и в Москве, во Владикавказе. Вот с последней выставки в апреле приехали эти работы. Вот. На второй полке здесь работы студентов Павлова Деля, калмыцкий календарь. На нижней полке эпос Джангар Серафимы Сюева. Вот, это ее дипломная работа. Это панно, декоративное панно. На следующей витрине у нас представлены работы металлистов, художественная обработка металла. Значит, Нескребин Андрей, вот на второй витрине, вот посмотрите, это его дипломный проект, состоящий из 4 элементов. То есть пояс калмыцкий, трубка, нож в ножнах, маля. Вот здесь кожа, металл, гравировка. Вот металл — это гравировка, серебро. Полный комплект, очень отличная работа. Вот, мы до сих пор гордимся, что Андрей Нескребин учился у нас на металле, сейчас хороший профессионал. Вот. На верхней полке работы студентов, курсовые работы. Вот Куберлинов Виктор, декоративная такая карандашница в виде быка. Вот. В виде барана тоже такой подстаканник такой вот для карандашей. Вот. Есть работа Ширинова Джергал «Шкатулка». Там кость, резьба по кости, в такие вставки из кость и дерева. Вот шкатулка. Шкатулка по металлу, тоже с гравировкой, такая ритуальная, вот, для хранения каких-то вещей, сувенирных, может быть. Вот. На нижней полке, значит, Тевш Бурлыков Мерген. Это студент учился на дереве. Вот. И металлисты Халаев Басанг и Андреев Александр. На этой витрине представлены работы наших преподавателей. Галушкина Николая Кубаевича, калмыцкий нож в ножнах, и его же трубка. Вот. Это мастер, преподаватель тоже с большим стажем педагогическим. Вот. Стоит у основания художественного отделения нашего колледжа. Вот. И до сих пор он преподает и выпускает талантливых студентов, мастеров по металлу. Вот. Здесь Хактаева Елена Борисовна, Бартха, ювелирные украшения, вот на этой полочке представлены. На второй полке представлены работы курсовые студентов. Вот, Куберлинова Андрея, вот, Владимира Учуровича, сувенирный такой вот верблюд. И на нижней полке Цагана Иванова, Тевш, блюдо из дерева. Вот, и Манджиева Юлия, Тек, набор калмыцкой посуды, поднос, кувшин. Также на нашей выставке представлены работы Эрдниевой Виктории, шкатулка, сюме называется. Вот, она с крышками, так в виде сюме, вот, с металлическими вставками, гравировка. Вот, очень интересная работа. Ожерелье, серьги, Каманова Ирина. Это кость, сделана
значит, когда на специальности кость, когда была эта специальность у нас в колледже. Вот. На второй полке представлены работы курсовые «Чеканка», «Хактаев Мерген», «Джангариада». Такие серия панно, выполнены в технике чеканка, там скачки, стрельба из лука, борьба. Вот. Также Минкеева Айса, «Шелковый путь», набор ювелирных украшений. Шкатулка для благовоний с металлическими вставками, выполненные из латуни, с драконом, вот тоже гравировка. На нижней полке представлены блюда, посуда, поднос. Вот. Басангова Эвелина декоративное панно и Захарьева Анна декоративное панно с вставками резьбы по дереву и в центре кость. На нашей выставке представлены не только живопись и графика, но и скульптура и керамика. Вот скульптура керамическая, выполненная нашим преподавателем Кавалданом Мергеном Анатольевичем. Вот, керамика в Калмыкии, не так много мастеров. Вот, это очень интересная композиция, называется «Алангоа», с часовым механизмом, вот, циферблатом, девушка такая. Вот, и нукер. Работы новые, они экспонировались в Северной Осетии, во Владикавказе. Мерген Анатольевич там выставлял это в прошлом году. И здесь, вот на нашей выставке, есть керамика. В нашем колледже на художественном отделении работал Владимир Савельевич Васькин, заслуженный художник Российской Федерации, скульптор, старейший скульптор Республики Калмыкия. На нашей выставке есть его работы. Вот здесь работа представлена «Утро», девушка, деревянная скульптура. Рядом работа Галушкина Николая Кубаевича, вот, преподавателя колледжа, заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия, его скульптурная композиция «Хозяин степи». Это новая работа 2020 года, металл, литье тонированное. Здесь представлены работы наших студентов, участников конкурса «Мир» Давида Кугультина, посвященный столетию Давида Кугультина, народного поэта Калмыкии. Это работа Хулхачи Кикеева. Вторая работа Хактаева Шарда, Саргирел. Эти работы участники конкурса. Следующая работа Простотина Елена, «Лунная визави», и Байслинг Идняшева, ее композиция из фронтовой тетради. На этом стенде представлен дизайн-проект благоустройства территории городского пруда Колонски. Это работа Новомлиновой Ангелины. В 2018 году была защита. Это ее проект благоустройства территории Колонского пруда с разработкой, с вариантами. Все это компьютерная графика в 3D. Выпускница нашего колледжа Анастасия Евгеньевна Наранова. Она закончила наш колледж по дереву, художественная обработка дерева, но потом училась в Монголии и овладела работой с кожей, обучалась там. И вот здесь представлена работа его «Калмыцкий натюрморт» из кожи и сумка женская, а также, так сказать, шкатулки, композиция «Цветы». Это мастера по коже. Это в Калмыкии это интересное направление. Значит, здесь есть мастера очень хорошие. И вот Анастасия Евгеньевна одна из молодых специалистов в этой области. Талантливый прикладник. Доброе утро – это первая фраза, которой мы начинаем день. Оказывается, сегодня, 29 июня, 4-й год подряд отмечают профессиональный праздник кораблестроителей и судостроителей. Относительно молодой праздник. Хотя идея установить в России этот праздник прозвучала давно, но конкретное решение было принято после официального обращения в правительство страны и руководство общества судостроительной корпорации. А в Российском историческом обществе нашли такой просьбе еще и архивное обоснование.
Дата 29 июня выбрана для праздника в связи с тем, что в этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля – фрегата «Орел». Согласно архивным данным, это первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государственные средства. Макияж делает женщин увереннее в себе. Даже если что-то не ладится в жизни, стоит открыть глаза с помощью, скажем, теней, и настроение сразу меняется. Наносите макияж ежедневно, не лишайте себя этого удовольствия. А в нашей постоянной рубрике «Минутка красоты» вы найдете много полезной информации в тонкостях макияжа. Доброе утро, друзья! Меня зовут Карина Горяева, я визажист. И сегодня я покажу вам, как сделать дневной макияж для возрастной кожи. Итак, первый этап у нас будет подготовка кожи к макияжу. Для начала мы очищаем кожу. Для этого беру мицеллярную воду и протираю ей полностью все лицо. После очищения наносим базу под макияж. В данном случае у нас будет база увлажняющая. Теперь переходим к нанесению тона. Тон мы всегда начинаем наносить над нижней челюстью, для того, чтобы сравнить с кожей шеи. Если тональное средство совпадает с цветом кожи шеи, то это точно ваш тон. Если у вас есть синячки под глазами, то тогда перед тональным средством нам нужно будет перекрыть их. Перекрываю я с помощью персикового консилера, с помощью кисточки, припечатывающими движениями. Наверх смотри. Так как кожа у нас возрастная, плюс имеется пигментация, тональные средства мы выбираем плотной текстуры. Важное правило в нанесении тона – обязательно протягивать к шее, чтобы у нас не было границы и тональное средство не различался. После того, как мы выровняли тон, нам нужно высветлить центр лица. Это будет зона под глазами, Т-зона и центр подбородка. Для этого я буду использовать консилер на тон светлее тонального средства. Припечатывающими движениями высветляю. Такой прием освежит наше лицо. Визуально мы можем также укоротить с помощью коррекции и консилера, сильно до кончика не удлиняя. И центр подбородка. После того, как мы нанесли тон, важно его закрепить. Особенно в летнее время. Закрепляю я фиксирующей пудрой, слегка касаясь лица. Доброе утро, друзья! С вами «Утро Калмыкии». Сегодня мое утро началось в компании модельного агентства Celebrity Model Group, руководителем которого является Эрмелиева Эвелина Борисовна. Доброе утро! Доброе утро, уважаемые телезрители! Я очень рада вас видеть. И давайте начнем с нашего традиционного вопроса. С чего начинается ваше утро? Мое утро начинается с вакуума. Это неотъемлемая часть уже моей жизни.
Утро именно с него начинается. Далее у меня идет стакан воды. После этого через минут 30 у меня идет первый прием пищи, то есть завтрак. С какого года началось существование модельного агентства в Элисте? Модельное агентство открыло свои двери для жителей Республики Калмыкия с июля 2018 года. А расскажите, какие дисциплины преподаются детям в модельном агентстве? Забегу наперед, скажу, что для нас важно в детях открыть потенциал возможностей, и поэтому мы даем детям развиваться разносторонне. Дисциплины у нас изучают дети такие, как журналистика, блогерство, это для старшей группы, у нас актерское мастерство для младшей группы, хореография классическая, где мы детей стараемся развивать именно. Уклон идет у нас больше на пластику. Современная хореография, где детям преподают современную хореографию, направление уличные танцы. Мне кажется, многим нашим телезрителям хотелось бы тоже прийти в модельную студию. Расскажите, со скольки лет можно это сделать? Наши двери модельного агентства открыты с возраста от 4 до 17 лет. Обязательно ли дети, которые приходят, должны обладать какими-то навыками? В наше модельное агентство дети могут прийти, как уже сказала, с возрастом от 4 лет. И детское модельное агентство, оно открыто и направлено на развитие детей. То есть модельное агентство взрослое, для взрослых и для детей оно разное. Мы в первую очередь раскрываем потенциалы в детях. Поэтому иметь какие-то навыки, сложно сказать, наверное, нужно большое желание именно заниматься и быть в одной команде с нами. А бывает такое, что приходят к вам дети, и они совершенно не подготовлены, и им очень хочется, но у них не получается? У нас много детей таких приходят, и в первую очередь мы стараемся раскрывать детей, чтобы раскрепостить их, расслабить, для того, чтобы дети могли себя комфортно чувствовать. Все это будет давать результаты хорошие нам на камеру, на фотографиях и уже на подиуме. Нам нужно, конечно, будет с ними поработать. Это какое-то время проходит, не один месяц. Хотя это зависит от каждого ребенка по-разному, да. Главное найти подход к ребенку, и у нас мы стараемся искать именно подход к ребенку каждому индивидуально. Наверняка за столько лет существования модельного агентства бывало немало конкурсов, так и за пределами Республики Калмыкия, так и здесь. Расскажите немножечко о них. Да, мы активно всегда участвуем и принимаем участие в различных конкурсах. Мы стараемся выезжать, вывозить детей наших для большей практики, потому что эти конкурсы, они дают не только практику, но и дружнее становится коллектив наш. И участие в конкурсах – это одна неотъемлемая часть, скажем так, нашей работы именно в агентстве. Совсем недавно вы побывали в Ставрополе. Расскажите про мероприятие, которое там прошло. Да, буквально позавчера мы приехали с большого мероприятия, устраиваемым Celebrity Model Group Ставрополь. Это был первый региональный Fashion Day, Ставрополь Fashion Day 2021. И мы оттуда привезли гран-при в номинации «Театр мод» с национальным стилизованным показом. Вот как раз таки девочки держат наши призы, наши кубки оттуда. Я вас поздравляю. Спасибо. Была большая конкуренция в этом конкурсе? Была большая конкуренция. Приехали модели с разных уголков с юга России. Это были и Пятигорск, и Ставрополь, и Георгиевск. То есть, по большей части, это, скажем так, Ставропольский край весь был. Как приняло жюри на этом конкурсе ребят? Жюри приняли хорошо. Я вам без сомнения могу сказать, что наш номер, именно стилизованный показ, был самым колоритным и самым красивым. Алина, это был твой первый опыт на таком большом масштабном конкурсе? Да, я первый раз поехала за пределы Калмыкии. Мне очень понравилось. Для меня это был очень большой шок. Очень много было людей, мне было страшно. А какие эмоции у тебя были, когда ты вышла на сцену? Мне было очень страшно. Я думала, что упаду на этом подиуме. Думала, что у меня жюри вообще не оценят.
Кема, поделись своими впечатлениями. Это был первый опыт, было очень волнительно, я волновалась, переживала, была большая конкуренция, было строгое жюри. Но мне понравилось. А вот если бы у тебя была вторая возможность побывать на таком масштабном конкурсе, ты бы поехала туда? Да, я поехала, мне очень понравилось. А ты встретила там каких-либо знакомых, или же все-таки конкуренция превыше всего? Ну, я никого не встретила, даже ни с кем не познакомилась. Не было такой возможности? Нет. А какой там был график? Представление само началось в 4 часа. Мы репетировали то представление. Там был обед, был фуршет. Вкусно кормят? Да. В этом конкурсе очень хорошо запомнилась самая последняя вечеринка. Она называется «Джинсовая вечеринка». Там было очень много конфетти, очень много было популярных песен, которые мне очень сильно понравились. Мне понравилось то, что мы выходили на подиум в нарядах от дизайнеров. Также нас сфотографировали. И мне тоже понравилась вечеринка джинсовая. Там были аниматоры, развлекали детей. Мне кажется, многим нашим телезрителям сейчас очень интересно, как вы держите себя в прекрасной такой форме. Расскажите, пожалуйста. Я помимо модельного агентства хожу на спортивные кружки, то есть волейбол. В Селебрити мы занимаемся в старшей группе, из-за этого нас очень усердно тренируют. Наши педагоги нас держат очень, наставники, педагоги очень держат нас в строгости, чтобы мы держали осанку, ровно ходили и тому подобное. Сильно повлияла пандемия на деятельность модельного агентства? Повлияла. И повлияла, конечно, очень сильно, потому что наших детей, у нас 4 девочки с предыдущего выпуска, были отобраны европейскими агентами. То есть это Европа пригласила наших девочек уже из Калмыкии работать именно в Европе. Но так как пандемия, мы, к сожалению, не смогли сделать визу для выезда девочек, поэтому это сильно по нам ударило. Но мы воспряли духом, как только открыли возможности, дали нам работать, мы снова открыли свои двери. И снова начинаем наше движение. До пандемии, конечно, мы часто участвовали в конкурсах и были в разъездах, но вот эта пандемия немножко нас успокоила, немножко нас держала, да, сбила. И мы до этого, как раз до пандемии, также привозили и гран-при, были призерами, лауреатами первой степени и призерами гран-при, поэтому немножко нас притормозили, но сейчас мы будем снова набирать свои обороты. А ожидаются еще какие-либо конкурсы впереди? Я думаю, надеемся, что да. Если, опять же, сейчас не ведут какие-либо ограничения, если будут конкурсы за пределами Калмыкии, конечно, мы всегда будем выезжать, и мы всегда открыты к этому. А есть ли какие-либо различия, например, в конкурсах, которые у нас проходят в Республике Калмыкия и за пределами? Различия, я скажу, наверное, так, от детей, что это для них более интереснее, когда они выезжают, когда они получают, когда мы себя показываем и заявляем именно от республики в других городах, это уже немного совсем другое. То есть, когда мы от республики выезжаем в другой город и показываем себя там, если даже мы показываем свои костюмы, согласитесь, это уже совсем другой уровень. Мне кажется, многие дети хотели бы прийти к вам в модельное агентство. Что бы вы посоветовали начинающим? Начинающим моделям, скорее даже, так как у нас детское модельное агентство, да, я бы скорее посоветовала родителям прислушиваться к детям, если они хотят заниматься. У нас сейчас время такое, что дети любят и позировать, и ходить, и любят фотографироваться. Поэтому если дети хотят, то разрешите им это и приводите их к нам. Дальше мы уже вам скажем, как себя вести. И главное поддержать детей, главное поддержать и помогать им в их начинаниях. Сейчас у вас есть хорошая возможность пожелать нашим телезрителям доброго утра. Дорогие друзья, дорогие телезрители, я хотела бы вам пожелать удачи в этот день, чтобы ваш день начался с чашечки бодрящего кофе. А кто не пьет кофе, тогда обязательно с водички. Будьте здоровы, здоровья близким вашим и родным, чтобы все у вас все получалось, и чтобы этот день не прошел зря для вас.
Спасибо вам большое за такую чудесную беседу. Спасибо вам. Ну а мы продолжаем наш эфир. И сейчас пришло время узнать имена именинников 29 июня. Более подробно нам расскажет постоянная ведущая рубрики «Музыкальный привет» Вероника Колесник. Ника, доброе утро. Доброе утро, Валерия! Всем привет! С новым днем вас, дорогие друзья! И я с новыми силами готова радовать вас и ваших близких. В это знойное июньское утро у нас, конечно же, есть кого поздравить. В добрый час принимайте скорее ваши пожелания и поздравления. Первое наше поздравление прозвучит для Алтаны Гушаевой. С Днем Ангела вас поздравляет коллектив Beauty Backstage Studio и желают, пусть в этот день взлетят разноцветные шары, в каждом из которых будут храниться твоя мечта. Чем выше они поднимутся, тем точнее она исполнится. Пусть твои шары и твои мечты с каждым разом поднимаются все выше и выше. Вот такое красивое поздравление шлют вам коллеги. А в эту минуту поздравление станет еще ярче, ведь у нас на очереди музыкальная композиция. Куда же мчится время, куда? И почему мы за ним бежим? Иди навстречу ко мне скорее, я умоляю тебя, скажи, из-за чего иногда мы не спим, теряем мысли, надеемся, но напополам или снова один. Героем будем немого кино, сколько бы ни говорили люди зачем, мы все равно дальше жить будем. Когда уснешь на моем плече, я все пойму, ты меня. Сколько бы ни говорили люди зачем, мы все равно дальше жить будем. Когда уснешь на моем плече, я все пойму, ты меня. Каким мы были мы раньше тогда, а то моя отказала память. Куда бегут за годами года, расскажи мне, куда и для чего же нужен океан. Я знаю, чтобы хранить слезы, не уходи от меня в туман. Давай с тобой улетим. Сколько бы ни говорили люди зачем, мы все равно дальше жить будем. Когда уснешь на моем плече, я все пойму, ты меня. Сколько бы ни говорили люди зачем, мы все равно дальше жить будем. Когда уснешь на моем плече, я все пойму, ты меня. Огни есть в зале. Сколько бы ни говорили люди зачем, мы все равно дальше жить будем. Когда уснешь на моем плече, я все пойму, ты меня. Сколько бы ни говорили люди зачем, мы все равно дальше жить будем. Когда
когда услышь на моем плече, я все пойму ты меня. Сколько бы ни говорили люди зачем, мы все равно дальше жить будем. Когда услышь на моем плече, я все пойму ты меня любишь. Сегодня день рождения у нашего коллеги, оператора с большой буквы, Владислава Бадмараева. Наш большой и дружный коллектив желает тебе, Влад, 100 причин для счастья, 1000 поводов для веселья и миллион возможностей для беззаботной жизни. Оставайся всегда и везде самим собой и береги в себе человека. Будь свободен в мыслях, поступках и чувствах. Живи душой, мечтай сердцем, улыбайся мыслям. Пусть жизнь будет прекрасной песней. И самое главное, всегда знай, что мы рядом, готовы прийти на помощь и поддержим в любую минуту. И специально для Влада наш музыкальный подарок. Давайте скажем вслух, я остальных попросим, я так тебя люблю. Мой регион 08, я так тебя люблю. Как никого на свете, и не сыскать такое, как ты на всей планете. Лично я вырос там, где вечно солнце светит. А если идет дождь, то вряд ли кто заметит. А если кто заметил, то что-то здесь не так. Ну разве это дождь? Хотя ты прав, чувак, в общем тут очень клево, особенно в столице. Если ты будешь здесь, запомнишь эти лица, раскосые глаза, приветливые люди. Если приехал с миром, поверь, все так и будет. У нас своя культура, наш идол это Будда. А кухня обалдеть, попробуй эти блюда. У нас такой напиток, что точно не забудешь. Такой только у нас, сам ощущаться будешь. Республика Калмыкия, Юго-Восток, Европа. От запада до центра, от центра до востока. Вы часто спрашиваете нас, откуда будем родом. Мы отвечаем дерзко, гордясь своим народом. Республика Калмыкия, Юго-Восток, Европа. От запада до центра, от центра до востока. Вы часто спрашиваете нас, откуда будем родом. Мы отвечаем дерзко, гордясь своим народом. Приезжим на заметку, здесь уважают предков. Здесь свой язык, но в листе его услышишь редко. У нас такой фольклор, народный эпос Джанго. Достойное уважение, не путай его Джанго. Если уж приехал, тебе здесь будут рады. Зайди в хурул и помолись за близких, верь, так надо. Хотя бы просто поклонись, чтобы открыть дорогу. Не принуждая, прошу быть вежливым немного. Ты видел наши степи, когда-то мы там жили. Арадские улусы между собой делили, кочуя по полянам, полыни и тюльпанов. Мы верно почитали своих великих ханов. Теперь уж все иначе, но что-то нам досталось. Народное искусство еще не закопалось. Народные ансамбли, тут пение и танцы. И повторить такое, уверен, что не шансов. Республика 08 умеет делать тонко. Сейчас ты слышишь то, что рвет твои колонки. Сейчас ты слышишь то, что грамотно вставляет. И я уже уверен, качаться заставляет. За сердце каждой дамы с калмыцкими корнями. За местных пацанов, за тех, кто вместе с нами. За каждого, кто в теме и проживая здесь. Я от души стараюсь отдаться строкам весь. За сердце каждой дамы с калмыцкими корнями. За местных пацанов, за тех, кто вместе с нами. За каждого, кто в теме и проживая здесь. Я от души стараюсь отдаться строкам весь. Республика Калмыкия, Юго-Восток, Европа. От запада до центра, от центра до востока. Вы часто спрашиваете нас, откуда будем родом. Мы отвечаем дерзко, гордясь своим народом. Вот такими поздравлениями было наполнено это утро. Напоминаю, вы можете присылать ваши поздравления любым удобным для вас способом. Все контакты вы видите на своих экранах. Ну а нам пришло время прощаться. От себя добавим одно. Достигайте самых высоких целей и никогда не останавливайтесь. Пусть сегодняшний день будет удачным для каждого из вас. Всем пока-пока. До завтра. В эти минуты немного о спортивных достижениях наших земляков. В Ижевске завершились всероссийские соревнования по боче. Турнир собрал 70 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из 19 регионов нашей страны, в том числе и паралимпийскую сборную команду России. Наш земляк, 20-летний мастер спорта России Ачир Басхамджиев, в индивидуальном зачете уверенно завоевал золотую медаль. В
В совместной игре со спортсменом из Нижегородской области занял 3-е место, а также спортсменка Айса Титеева в классе ВС-5 заняла 1-е место, а в паре с Саранговым Савром Айса заняла также 1-е место в командной игре класса ВС-5. Тем самым Айса и Савр подтвердили спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Сборная же Калмыкии по итогам соревнования заняла 2-е общекомандное место. Мы поздравляем наших спортсменов. 29 июня – это 19-й лунный день. День расширения профессиональных возможностей и увеличения ценностей через повышение качества деятельности внутренней организованности. Это день, когда итоги деятельности могут служить реальным стимулом к повышению мастерства. Рекомендуются положительные эмоции. Опасайтесь лжецов. Сегодня день наших заблуждений и ошибок. С вами этим утром была Валерия Буваева. Всем желаю отличных выходных. Помните, что каждый наш день неповторим. И любите жизнь и наслаждайтесь каждой ее минутой. До новой встречи в утреннем эфире. Всем пока-пока.